Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Следственные органы Следственного комитета России по Якутии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам по факту смерти двух детей в Вилюйском районе республики. Сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома, расположенного в селе Ликичан, поступило в правоохранительные органы 25 декабря текущего года около 21 часа. Строение полностью уничтожено огнем. На место происшествия выехала следственная оперативная группа в составе старшего следователя Следственного комитета, сотрудников полиции и МЧС. Предварительно установлено, что около 20 часов 4-летняя девочка и ее 1,5-годовалый брат на непродолжительное время были оставлены родителями без присмотра. Мать детей, вернувшаяся домой через 10 минут после ухода, обнаружила пожар, но принятыми мерами установить местонахождение детей в горевшем доме не представилось возможным по причине сильной задымленности. В настоящее время ведутся поисковые работы по установлению местонахождения тел. В рамках расследования уголовного дела устанавливается причина возгорания. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 3 члена организованной группы по продаже наркотиков в городах России предстанут перед якутским судом. Им грозит пожизненное наказание. По версии следствия, в марте 2017 года неустановленные лица в целях систематического совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотиков на территории Московской области, Республики Бурятия, Республики Саха-Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и других регионов России, создали преступное сообщество, в состав которого вошли 5 установленных по делу обвиняемых, проживавших в различных регионах России. Используя электронные и иные телекоммуникационные сети, в том числе сеть интернет, они производили преступную деятельность по производству и сбыту тайниковым способом наркотиков, в том числе на территории города Якутска. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято большое количество наркотиков типа «Спайс» на территории городов Якутск, Улан-Удэ, Сургут и Московской области. За выполняемые обязанности по сбыту наркотиков вышеуказанные лица систематически получали денежное вознаграждение на электронные виртуальные счета. Деяния обвиняемых квалифицированы следствием по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в преступном сообществе» и по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотиков, совершенный организованной группой с использованием сети интернет в особо крупном размере». За совершение данных преступлений действующее законодательство предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В отношении 2 соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением ими досудебного соглашения. Уголовное дело расследовано следователями следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха-Якутия и направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Саха-Якутия. В Мегино-Кангаласском районе направлено в суд уголовное дело по факту покушения на организацию поджога. Как сообщает прокуратура, обвиняемый из хулиганских побуждений организовал и руководил действиями исполнителя по поджогу. Они хотели сжечь магазин в одном из населенных пунктов района. Мужчина пообещал исполнителю гонорар в 10 тысяч рублей. Тот облил бензином здание, поджег его, и из-за прорыва газового баллона возник пожар, после чего организатор и исполнитель скрылись с места преступления. Однако на место возгорания своевременно приехали огнеборцы и спасли магазин. Если бы они не успели, то ущерб составил бы более 2 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении исполнителя выделено в отдельное производство в связи с необходимостью применения в его отношении принудительных мер медицинского характера в связи с его психическим заболеванием. В Якутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного со снятием порчи. При этом дело возбуждено по статье мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшая обратилась по объявлению к женщине, которая предлагала услуги по гаданию и предсказанию будущего. Женщина сказала потерпевшей, что проведет обряд по снятию порчи с сына, и убедила передать деньги, которые она позже вернет, так как они нужны только для проведения обряда. В период с июля по сентябрь этого года потерпевшая передала гадалке в общей сумме 1 120 000 рублей. В
Впоследствии гадалка съехала с арендованной квартиры, где принимала потерпевшую, и перестала отвечать на телефонные звонки. По уголовному делу проводится предварительное следствие. Международным новостям не менее 3 человек стали жертвами нападения подрывников-смертников на здание Министерства иностранных дел Ливии во вторник. Подозрение в организации этой диверсии падает на боевиков запрещенного в России исламского государства, рассказывает Сергей Берец. 3 человека погибли и по меньшей мере 11 получили ранения в результате нескольких взрывов, устроенных боевиками-смертниками в МИД Ливии. Среди убитых сотрудник службы безопасности и чиновник. 3 нападавших взорвали автомобиль у входа в министерство. Одного застрелила охрана, а 2 сумели прорваться внутрь и подорвать себя. Предположительно, диверсия – дело рук запрещенного исламского государства. В здании начался пожар. Очевидцы сняли его на мобильное устройство. Министра там не оказалось. Во время атаки он находился в служебной командировке. Триполи – столица ливийского правительства национального согласия. Оно признано международным сообществом. Альтернативное правительство, претендующее на власть в стране, базируется в Тобруке. 429 человек погибли в результате цунами, который обрушился на Индонезию в выходные. Новые данные озвучили во вторник власти страны, рассказывает Никита Конев. Число погибших в результате цунами в Индонезии превысило 420 человек. Об этом сообщили местные власти. По меньшей мере 128 числятся пропавшими без вести. Многих унесло в океан. Цунами обрушилось на побережье страны в субботу вечером и стало полной неожиданностью. По данным властей, удар стихии мог быть вызван подводным оползнем, а у Индонезии нет системы оповещения о волнах, появившихся по такой причине. Спасательная операция продолжается, и территория поисков только расширяется. Работу осложняет плохая погода, на островах идет проливной дождь. Помощь выжившим оказывают активисты и благотворительные организации. Это цунами стало последним в череде стихийных бедствий, ударивших по Индонезии в этом году. 2018 стал самым разрушительным годом для этой страны за десятилетия. На этом пока все. Берегите себя.